Как пояснили в департаменте по образованию, проведение учебных занятий в сильные морозы разрешено с письменного согласия родителей или законных представителей. При сильном понижении температуры наружного воздуха сам образовательный процесс не отменяется, но для учащихся предусмотрены самостоятельное изучение тем на дому и индивидуальные занятия. Стоит сказать, что это первое за нынешнюю зиму в КЗИЛе отмена занятий из-за морозов. Сегодня у нас как раз закончился карантин, и мы должны приступить к учебным занятиям. Но в связи с тем, что у нас наступили морозы и температурный режим резко понизился, поэтому хочется отметить следующее, что в связи с тем, что большой объем материала уже как бы у нас в связи с карантином пропущен, поэтому у родителей, у тех, у кого есть возможность отвезти ребенка в школу и забрать самим же из школы, не допуская того, чтобы находился ребенок на улице самостоятельно, они могут посетить учебное заведение, где с ними будут проведены учебные занятия. По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится в течение недели, а затем стоит ждать потепления. Средняя месячная температура воздуха в феврале ожидается минус 25-29 градусов. На севере республики около 22 мороза, что на 1 градус выше средних многолетних значений. Температура в первой пятидневке и в середине второй декады ночью будет от 31 до 36 градусов мороза. Днем от 22 до 27 мороза. В остальное время ночью столбик термометра не опустится ниже 28 градусов. Днем будет гораздо теплее, минус 12, минус 17. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометра в отдельных районах Тувы могут пересечь отметку в минус 42 градуса. В связи с этим Главное управление МЧС России по республике напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Следить за приборами обогрева, не допуская перекала печи и перегрузки электропроводки. В связи с резким понижением температуры люди стараются топить печь, обогревать свое жилье, но об этом не думая, что перекаливая печь, не давая ей отдыхать, происходит возгорание, то есть перенагрев печи, и в основном возгорают потолочные перекрытия. Просьба следить за своими печами, проводить их осмотр, топить по определенным часам, не перекаливать, сильно много не подкидывать в топку. Кроме морозов, в горах Тувы сохраняется риск схода снежных лавин. По информации синоптиков, с 31 января по 3 февраля в горных районах западного восточного Саян сохраняется риск схода снежных лавин. Учитывая погодные условия, сход лавин наиболее вероятен на горе Мангунтайга и на территории Мангунтайгинского района, и на перевале Соты на территории Байтайгинского района. В целях безопасности Главное управление МЧС России по республике обращается к туристическим группам с просьбой не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты на указанных участках.